Крокодил Гена и его друзья. Глава 1. В одном густом тропическом лесу жил очень забавный зверек. Его звали Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своем тропическом лесу. А назвали его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал и встретился с людьми. Ведь это же люди дают животным имена. Это они сказали слону, что он слон, жирафу, что он жираф, а зайцу, что он заяц. Однажды Чебурашка проснулся рано утром и пошел немного погулять и подышать свежим воздухом. Гулял он, гулял, и вдруг около большого фруктового сада увидел несколько ящиков с апельсинами. Чебурашка залез в один из них и стал завтракать. Он съел целых 2 апельсина и так объелся, что ему трудно стало ходить. Поэтому он прямо на фруктах лег спать. Спал Чебурашка крепко. Он, конечно, не слышал, как подошли рабочие и закрыли все ящики. После этого апельсины вместе с Чебурашкой погрузили на корабль и отправили в далекое путешествие. Ящики долго плавали по морям и океанам и в конце концов оказались во фруктовом магазине очень большого города. Когда их открыли, в одном апельсинов почти не было, а был только толстый Чебурашка. Продавцы вытащили Чебурашку и посадили на стол. Но Чебурашка не мог сидеть на столе. Он слишком много времени был в ящике, и у него затекли лапы. Он сидел, смотрел по сторонам, а потом упал со стола на стул. Но и на стуле он долго не смог сидеть. Снова упал на пол. «Фу ты, Чебурашка какой!» – сказал про него директор магазина. «Совсем не может сидеть на месте». Так наш зверек узнал, что его имя Чебурашка. «Но что же мне с тобой делать?» – спросил директор. «Не продавать же тебя вместо апельсинов?» «Не знаю», – ответил Чебурашка. «Что хотите, то и делайте». Директору пришлось взять Чебурашку под мышку и отнести его в главный городской зоопарк. Но в зоопарк Чебурашку не приняли. Во-первых, зоопарк был переполнен, а во-вторых, Чебурашка был совершенно неизвестным зверем. Никто не знал, куда же его поместить. То ли к зайцам, то ли к тиграм, то ли вообще к морским черепахам. Тогда директор снова взял Чебурашку под мышку и пошел к своему дальнему родственнику, тоже директору магазина. В этом магазине продавали товары со скидкой. «Ну что же», – сказал директор номер 2. «Мне нравится этот зверь.
Он похож на бракованную игрушку. Я возьму его к себе на работу. Пойдешь ко мне?» «Пойду», — ответил Чебурашка. «А что мне делать?» «Надо будет стоять в витрине и привлекать внимание прохожих. Понятно?» «Понятно», — сказал зверек. «А где я буду жить?» «Жить? Вот здесь». Директор показал Чебурашке старую телефонную будку, которая стояла у входа в магазин. «Это и будет твой дом». Чебурашка остался работать в этом большом магазине и жить в этом маленьком домике. Безусловно, этот дом был не самый лучший в городе. Но зато под рукой у Чебурашки всегда был телефон-автомат, и он мог звонить кому хочешь, не выходя из дома. Правда, пока ему некому было звонить, но это его совсем не огорчало. Глава 2. В том городе, где жил Чебурашка, также жил крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке крокодилом. На работе он раздевался, вешал на гвоздик костюм, шляпу и тросточку и ложился на солнышке у бассейна. На его клетке висела табличка с надписью «Африканский крокодил Гена. Возраст 50 лет. Кормить и гладить разрешается». Когда кончался рабочий день, Гена одевался и шел домой в свою маленькую квартиру. Дома он читал газеты, курил трубку и весь вечер играл сам с собой в крестики-нолики. Однажды ему стало очень и очень грустно. «А почему я все время один?» – подумал он. «Мне надо обязательно найти друзей». Он взял карандаш и написал такое объявление. Молодой крокодил, 50 лет, хочет найти друзей. Обращаться по адресу Большая Пирожная улица, дом 15. Звонить 3,5 раза. В тот же вечер он развесил объявления по городу и стал ждать. Салам русский. Орус тилин үйрөнүүгө арналган эң мыкты тиркеме. Бул жакта ар түрлүү темаларга арналган разговорниктер, эң керектүү сөздөр жана грамматика бөлүмдөрү. Тиркеме толугу менен бекер жана толугу менен кыргыз тилинде. Тиркемени Play Market'тен салам деп издеп таап жүктөп ал да орус тилин телефон аркылуу үйрөн.